ГСП онлайн. Городские новости сейчас. История с Шудаякским бором приобрела интересный поворот. Накануне новогодних праздников в группе «Безопасный Шудаяк» появились снимки забора вокруг горбольницы, на котором висели суровые таблички. Пост с этими снимками датирован 31 декабря. Одна из жительниц поселка Людмила рассказала, что 2 января она, проходя мимо, увидела: табличек нет, но остались следы в виде креплений. Это недопустимо, потому как забор находится в поселке. Дети, пожилые люди, собаки. И это дезинформация, которая подлежит наказанию. Также женщина добавляет, что в первых числах администратору группы ВКонтакте «Безопасный Шудаяк» было личное сообщение от лица министра здравоохранения Коми Березина. Людмила рассказывает, что в этом послании озвучилось число табличек – 20 штук. А вот кто их установил, неясно. Если вдруг предположить, что это делают жители поселка, то как? Это в корне исключено. В корне исключено. Во-первых, судя по тому кусочку, что я обнаружила, это заводская работа. Это был прессованный пенопласт. И прикреплялись эти таблички где-то на проволоке, где-то на каких-то скобах. Зачем жителям поселка это делать и с какой целью? Чтобы не воровали этот забор? Так этот забор не наш. К счастью, электричество к ограде так и не подвели, несмотря на надписи. А вот сам забор территорию делит, правда, секции у него снимают. Притом именно не крадут, а снимают, оставляют, а потом найденные секции перемещают работники к больнице. Таких снятых секций уже более 30. Это подтвердил главврач горбольницы Хабиб Рамазанов. Также он сказал, что забор появился не в пику жителям, а потому что прокуратура потребовала восстановить то, что положено по правилам. Что касается разбирания секций. На самом деле я бы очень хотел просить их подойти и прийти к разуму. Все-таки от того, что забор стоит, ничего плохого не происходит. Абсолютно. И никому не мешает. И плюс ко всему, доступ на территорию больницы свободен. Там, кроме, скажем, нескольких проходов по центральной аллее, да, и по трассе, есть 8 калиток еще по ходу забора. И люди могут свободно гулять. Главврач также добавил, что о том, кто и почему установил таблички про электричество и кто их убрал, он информацией не располагает. Защиту территории больницы планируется усилить, организовать 2 блокпоста на центральной аллее по дороге к инфекционному отделению. Круглосуточная охрана должна будет проверять пропуск на территорию и записывать номера машин. Если пропуска нет, и как с пешеходами? В любом варианте у охранника будет временный пропуск, он пишет номер машины, поехал. Никаких, скажем, препятствий для того, чтобы человек проехал на своей машине, не будет. Никого проверять пешеходов не будет, это однозначно. Как ходили люди, так и будут ходить. Пропускная система должна заработать в ближайшем будущем, когда КПП будут оборудованы должным образом. Новинки могут не обрадовать жителей поселка, которым забор не по нраву. В комментариях в группе ВКонтакте «Безопасный Шудаяк» уже звучали черные юмористические вопросы, а будут ли вышки с автоматчиками. Как все получится в итоге? Продолжим следить за развитием ситуации.